Всем привет! Мы продолжаем нашу серию лекций о возможностях современной кофемашины и разных кофейных напитках. У нас в гостях, как всегда, кофемашина DeLonghi, Примадонна Elite Experience и ребята из Торрефакта, Дима и Сережа. Привет. Привет. Давайте попробуем использовать сегодня на все 100 возможностей. Я знаю, что она готовит холодные кофейные напитки. Да. Мне досталась по случаю такая книжка. Здесь есть напиток, который называется холодный маракино. Он состоит одновременно из холодного кофе, холодной молочной пены и горячего шоколада. Отлично. Точка. Отлично. Вот как раз его мы сейчас и будем с вами готовить. Пожалуйста, дай мне контейнер. Сейчас мы зальем молока и добавим наш какао. Делаем на 2 порции, правильно? Правильно. Чтобы А вот хватило если всем. я хочу его, сиропа у нас нет, послаще, сахар прям в контейнер сыпать или уже потом добавляется? Да, сейчас, можно да, смело он засыпать прямо в размешается. контейнер. Давай я тогда по вкусу добавлю себе сахар. Пожалуйста. 2. Это 2 порции, да? Там, 2 порции наверное, надо. 3 пакетиков Отлично. нам должно хватить. Так, добавим какао. На двойную порцию возьмем 2 ложки. Угу. 1 и 2. Сейчас холодные напитки, в целом они, кофейные напитки, они все больше и больше набирают популярность. Ну и сейчас сезон. Так, мы выбираем горячий шоколад. Выбираем горячий шоколад. Вот шоколад. Шоколад. Я Плотность предлагаю нужно выбрать побольше. повыше. Все установлено. Молоко. Все добавлено. Слушай, даже ребенок может сделать, Конечно. то есть как бы вот не ошибиться. Окей. Я думаю, сейчас будет очень красиво. А насколько популярна вот вообще, это обычная история, когда ты смешиваешь горячий шоколад и кофе? Ну, можно, наверное, выделить это все-таки как такой своеобразный авторский рецепт, потому что действительно не часто нам приходится смешивать горячий шоколад и холодный кофе. Мы выбрали Кению, светлой обжарки. Объясню почему. Светлая обжарка подчеркивает кислотность и фруктовые оттенки того или иного сорта, а Кения у нас действительно может похвастаться своей генетикой и чрезвычайно ярким вкусом. И как раз таки, на мой взгляд, ягодные и вот фруктовые тона прекрасно будут сочетаться с шоколадом и в сочетании с холодным, именно с холодным напитком. Давайте приготовим. Я уверен, что получится очень вкусно и необычно. Сочный гранат, черешня и видное послевкусие. Мне уже нравится. Так, а что? Горячий шоколад готов? Горячий шоколад готов. Его нужно разлить? Там нужно... Сил. Дим, помоги, пожалуйста. Нет, я справилась. Так, я засыплю Кению. Помол мы здесь чуть-чуть увеличим, потому что это светлая обжарка. Так, я полоснула контейнер, это все делается действительно очень быстро. И лед нам нужен, да? Да. Лёд. Спасибо. Так, сейчас мы будем готовить наш холодный кофе, нашу Кению. Это лед, а кофе туда как попадает? Мы сейчас поставим, просто поднимем нашу вот эту штучку. И там, наверное, должны быть холодные. Да. И выбираем холодный кофе. Сверхкрепкий вкус. Я Да. думаю, да. Тут мы также можем выбрать пену. И размер 2 Размер чашки. 2 чашки. Экстра пена. Установили. Оп. Кстати, такой метод холодного заваривания очень популярен в Японии, называется Japanese Brew. То есть они готовят кофе, проливают его на лед, тем самым охлаждая, и в летний зной кофе получается таким охлаждающим десертом, напитком. Так, кофе готов. А он дальше просит, значит, соответственно, да, его закрыть и приготовить. Давай. Вставляем. Готово. Ага. Слушайте, ну это, мне кажется, как холодный американо. То есть лед Да, тает, да. все сбивается. Смотрите, а цвет получился прям карамельный. Это связано с светлой обжаркой. То есть в темной обжарке у нас кофе получается более насыщенный, такой темный, а светлая обжарка такой карамельный, компотный чайный вариант. То есть это, можно сказать, кофейный напиток сам по себе. Ну что, добавляем? Добавляем. Цвет очень интересный. Один готов.
А была же еще обещана молочная пена. А мы ее сейчас будем делать. Давайте я помою. Прошу помыть. Помыла. Насадка нужна другая, да, для молока? Насадка нужна, Дим, прошу тебя. Насадку для молока. Она с магнитиками. Так, одна. И... Молоко? Ну что, давай я подам тебе Давай. молоко. Я прошу тебя налить. Молоко С нужно удовольствием. какое-то особенное. Маложирное. Молоко, в принципе, подходит любое, какое вы любите. Это напиток летний, поэтому молоко возьмем маложирное. Маложирное. Устанавливаем наш контейнер. И выбираем опцию Мария, прошу вас. Холодное молоко. Так, холодное вспененное Да. молоко. Пена, 2 чашки. По идее, молоко должно сейчас увеличиться минимум в 2 раза. То есть объем вспененного молока позволит нам создать такой хороший слой. Еще сбить или не хватит? Вот машина предлагает Кажется, достаточно. сбить еще. Я думаю, достаточно. Да, она увеличилась в 2 раза. 2 раза. Это говорит о том, что молочная пена приготовлена правильно. Ну что, последний штрих. Добавляем. Да, пена получилась отличной. Вот. Готово. Слушай, ну это прям такое, как вот в кафе ты такой закажешь. Согласен. Кажется, Ок. что ты на летней 2 веранде слоя. где-нибудь. Но не в Москве. А ты дома. По крайней мере, выглядит очень неаппетитно. Ребят, пробуйте. Я опять без напитка. Ну что ж, судьба. Хорошо. Я поделюсь с тобой Спасибо. этим прекрасным напитком, но в конце тоже чуть-чуть попробую. Что-то интересное. Сначала холодная действительно пена, холодный кофе, и в конце горячий шоколад. Мне Я нравится. согласен. Переход от холодного вспененного молока к холодному кофе, светлой обжарки, и потом оттеняется все это таким горячим шоколадом. Все-таки я не сдержусь и попробую тоже глоток. Мне Супер. нравится. Но это удивительно, что, казалось бы, домашний прибор, кофемашина, может приготовить такое количество разнообразных напитков. Давайте сделаем еще. Ну а пока мы с вами прощаемся. Смотрите наши ролики про разные виды кофе, про то, как современная кофемашина может улучшить вашу жизнь. Пока-пока. До новых встреч.